уголовное дело по апелляционному представлению государственными деятелями, апелляционной жалобе конкурсного управляющего права Даниловича Павлова, апелляционным жалобам защитников адвокатов Гурьева, Жилина, Князева, Копенкина, на приговор Птинского городского суда республики 1 августа 2016 года в отношении Саядова Кирилла определил. Приговор Птинского городского суда республики 1 августа 2016 года в отношении Саядова Кирилла изменить, удовлетворив частичное апелляционное представление и апелляционная жалоба адвоката. Исключить из преступления, квалифицированного по части 4 статьи 160 УК РФ по эпизоду, связанному с поставкой в правовой установке действия Саядова, связанное с перечислением денежных средств со счета ООО «П. Евро» или «Строй-Люкс М» на счет ООО «Атлантис». Считать Саядова осужденным по данному эпизоду захищения путем растраты чужого имущества, введенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере в сумме 14 миллионов 100 тысяч 691 рубль, перечисленных со счета ООО «МГБ» на счет ООО «П. Евро» или «Строй-Люкс М». Признать по указанному эпизоду обстоятельства смягчающим наказание Саядова, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, и снизить назначенное ему наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Признать смягчающее наказание Саядова обстоятельством по преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 159 УК РФ, возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, и снизить ему назначенное по данному преступлению наказание до 1 года 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей. На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказания назначить Саядову 3 года лишения свободы со штрафом 850 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отменить приговор в части оправдания Саядова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 174 ПРИМ УК РФ, а также оправдание Саядова по преступлению, предусмотренному пунктом Б части 4 статьи 174 ПРИМ УК РФ, в части действий осужденного, связанных с перечислением денежных средств со счета ООО «П. Евро» или «Строй-Люкс М» на счет ООО «Атлантис» и направить уголовное дело в данной части на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. На основании статьи 77 ПРИМ УК РФ оставить осужденного Саядова в следственном изоляторе для участия в судебном заседании. В остальной части приговора в отношении Саядова оставить без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное представление без удовлетворения. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47 ПРИМ УК РФ в Президиуме Верховного суда Республики Коми. Мотивированное определение изготавливается не позднее, чем 3 дня со дня оглашения резолютивной части. Стороны вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания, обратившись к соответствующим письменным заявлениям в 3-дневный срок. Все, заседание закрыто. А чтобы руку оторвали, отправили обратно на расследование, все дело доверено. А им нужна моя смерть. Им нужна моя смерть. Из-за этого им нужна моя смерть. Больше ничего не нужно. Негодяй. А так, Ишкильная, Дивидьяра уже удойно нужно. Так что не переживайте. Я не переживаю. Просто такой беспредел. Такого ни одно мира, ни одна страна мира. Во всей России нет нигде, который будет без отношения к 30. Им нужна моя смерть. Слушай, только что Сергей Бажиков был на Да, им нужна моя смерть. Потому что им нужно, чтобы я остался в СИЗО умирал, что не лечиться. Они 2 раза сделали, сорвали срок лечения, 3-й раз срывают. У них другой дороги нет. Не переживай, не важно, мы рядом. Чтобы не было, мы рядом. Мы до конца дойдем. Ты держись, хорошо? Я никогда не ожидал, что отдал здоровье Коми республике. Все сделал ради народа, ради всего этого. Поэтому нам, наверное, пускай, чтобы вложить. Я не знал, что такой беспредел может твориться.